В прямом эфире Гастагылу Амта. Мы считанные дни остались до Нового года. Обычно подводят черту и строят планы. Мы сейчас подводить черту не будем. Мы будем строить планы на будущее. И сейчас самое время, учитывая, что на прошлой неделе состоялась фактически презентация посредством форума, созванного форума, презентация стратегии социально-экономического развития Республики Абхазии до 2025 года. И вот в контексте вот этой стратегии вот этой презентации мы поговорим с людьми, которые непосредственно над ней работали, с представителями Центра стратегических исследований при президенте. Сегодня у нас в гостях директор Центра стратегических исследований при президенте Олег Несторович Домения, а также сотрудники этого центра Хатуна Шатипа, Амра Цушба и Илона Мерцхулава. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Несторович, все-таки вот мне вот здесь, кстати говоря, просто я хочу, чтобы режиссер обратил внимание на этот стол, загруженный талмудами книги. Это все, я так понял, вот это та стратегия, над которой в течение года работали, да? Да, и вот мне было интересно, обычно такие документы там представляют посредством некой презентации. Почему была выбрана форма, как провести вот форум экономический по вот этой стратегии? Прежде всего, я тоже хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пригласили и дали нам возможность вновь вернуться к этой теме, которая обсуждалась на только что прошедшем международном форуме. Я хочу тоже отметить, что мы почти год работали над этим проектом, и нам пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Когда мы начинали, когда впервые к нам зашел бывший, вернее, экс-премьер Беслан Тикович Бутба и предложил нам заняться разработкой вот такой стратегии, он зашел не один, а с ним было несколько министров. И это предложение было неожиданным и для нас, и для многих министров, которые нам остерегали вообще от этого дела, поскольку в республике у нас нет таких соответствующих данных, дефицит информационной базы, отсутствие соответствующей литературы и прочее, прочее. Это на самом деле очень достаточно серьезные аргументы. И несмотря на такой дефицит информационных данных, базы данных, мы все-таки взялись за это дело. И не были столь уверены в успехе. Но, тем не менее, мы взялись, потому что у нас тоже были определенные данные. Соответствующая работа в нашем центре велась. Опрос населения и мнения наших людей, наших граждан в центре изучались. Вот передо мной лежит одна небольшая книга. Это разработано в нашем центре сотрудниками отдела экономики. Речь в ней идет о социально-экономических процессах в современной Абхазии. Значит, эта книга, она давала нам основания. Таких разработок были и другие. Очень много было публикаций в различных изданиях, в российских, и зарубежных, и отечественных, и так далее. Много было, не так уж много, но это давало нам основания для того, чтобы принять это предложение. А предложение было, я вам скажу, достаточно смелое со стороны премьер-министра, но он на это пошел. Ну, а кому, если не премьеру, предлагать? Да. И хочу вам сказать, что когда более-менее нам удалось сформировать рабочую группу, мы, конечно, долгое время обсуждали, как подойти к решению этой проблемы.
И определив исходные данные, методологическую базу, критерии оценок, проблематику, вопросы, какие мы должны осветить, как изложить логику построения самого проекта и так далее, мы пришли к выводу о том, что сперва нужно проанализировать предыдущие десятилетия, потом нужно дать анализ прогнозных сценариев развития на предстоящее десятилетие. И в конечном итоге третий том, вот здесь передо мной на самом деле лежат толстые 3 тома. В первом из них дается анализ предыдущего десятилетия, во втором дается анализ прогнозных сценариев, и в третьем дается уже оптимальный вариант, оптимальный сценарий развития республики на предстоящее десятилетие. Когда мы заключили договор, то есть в договоре было отмечено именно вот подготовка вот этих документов. Но мы на базе вот этих 3 документов подготовили потом уже сверх договора сводный отчет. Вот он, сводный отчет. Значит, здесь изложены в сокращенном плане все 3 тома. Но этого тоже оказалось недостаточным. По ходу мы поняли, что нужно и еще сокращенный вариант сводного тома. Краткий пересказ. Да, то есть сокращенный вариант – это так называемый презентационный вариант. То есть это мы издали более 200 экземпляров для того, чтобы люди могли ознакомиться в общем и целом, потому что трудно все это читать и трудно все это освоить, а между тем, не освоив, что здесь изложено, что здесь написано, так почему через форум, Олег Нестерович? Понятно, что огромное... Да. Труд был приложен, целый год работало. Сколько человек вообще работало? Работало более 30. Более 30 человек. 30 это местных. Но у нас нам помогали и участвовали вообще и в качестве экспертов, и в качестве консультантов, и в качестве исполнителей, и наши российские коллеги. Так, почему все-таки, вот возвращаясь к моему вопросу, почему через форум, а не просто презентации провели? Почему нужно было вот так собрать столько людей? Документ вот такого рода, не боялись? такого масштаба. Презентация все-таки она подразумевает, как бы взял, представил, все похлопали и ушел. А форум это все-таки некое такое обсуждение документа? Несомненно, несомненно. Кстати говоря, здесь у нас есть редакторы, научные редакторы. Они не местные, они российские специалисты. Значит, и более того, мы вот по мере, по ходу работы, материалы, которые нам создавались, мы посылали с нашим российским коллегам, их отзывы у нас есть, а особенно сейчас, в настоящее время, у нас много отзывов из Москвы, из Нальчика, из Татарстана, из Краснодара, из разных мест у нас есть отзывы. Это нам важно было для того, чтобы быть уверенным в том, что это не просто изобретение каких-то людей, а это научный проект. Нас интересовало прежде всего с точки зрения научной методологии, насколько данный проект соответствует этим требованиям. Конечно, в конечном итоге научный проект проверяется практикой, нашей действительностью, с которым, может быть, наши российские коллеги не так знакомы, как мы, но, с другой стороны, не могут проверить и оценить с точки зрения науки, вот, насколько научным требованиям отвечает данный проект. Олег Нестерович, вы сказали насчет практики, и как бы в нашей истории тоже были документы, были моменты, когда создавались вот так, подобного рода документы. Я помню, последняя там была концепция социально-экономического развития Абхазии. Она там года 2 шла над ней работа. Это в начале 2000-х годов. Потом она в 2006-м, кажется, была принята все-таки. И вот они как-то благополучно все забыли. И вы не боитесь, что вот эта стратегия, она вот тоже может как бы ее ждать такая судьба, с одной стороны. И какой у вас будет, допустим, аргумент, чтобы
что этот документ он заработает? Вот я больше, наверное, все-таки экономистам задам этот вопрос, наверное. Я понял ваш вопрос и очень коротко отвечу. По нашей терминологии концепция вообще и реализована быть не может, и не должна быть. Нет, она может быть отправной точкой к чему-то. Отправной точкой она может и должна быть. Реализовывается стратегия, выполняется программа. А стратегия – это нейтральное описание объекта. Там нет человеческой цели, человеческих интересов. Концепция дает, эта система взглядов о том, что есть данный объект. Но все равно стратегия, она предполагает дальнейшее какое-то действие все-таки. Несомненно. Но, стратегия исходит из концепции. Просто у нас тогда концепция была 10 лет назад подготовлена, а потом о ней забыли благополучно. То есть дальнейших шагов не было. Несомненно, конечно, концепция не получила логического продолжения. Ну да, это вот сейчас просто так получилось, что там как бы новый президент, новая команда, новые какие-то идеи, надо что-то в этой стране делать. Я помню, еще 2-3 года назад у нас президент говорил, я не верю в долгосрочные перспективы, там планы. Данную стратегию можно рассматривать как продолжение концепции 2006 года. Хотя она, может быть, уже устарела, ее нужно дорабатывать еще там, и так далее, и так далее. Но вот стратегия, она как бы является продолжением, потому что без концепции стратегию тоже писать очень и очень нелегко. Концепция должна быть, да. Так какой аргумент вообще у вас, вот я уже к экономистам все-таки обращусь, что вот такого провала временного, хотя вот Олег Несторович говорит, вот стратегия это продолжение той концепции, можно как бы увязать, но 10 лет прошло. Вот чтобы не ждать еще 10 лет, и чтобы у нас благополучно наступил 225 год, а все на этом как бы остановилось. Да. Какой у вас вообще аргумент есть, что нужно что-то делать? Необходимость этой стратегии. Вот ситуация в экономике, тем более у вас там один том посвящен той ситуации, которая у нас есть, и вот в принципе вроде бы так более-менее лучше живем, чем 10 лет назад, там, да, когда концепция создавалась. Знаете, можно, да. Вот в чем необходимость стратегии, это у нас, кстати, есть таблицу номер 1, дайте, пожалуйста, на экран, там у нас, кстати, есть график. Там вот этот график как раз и показывает очень конкретно, и даже не специалистам, не это только табличка. Не это таблица. Каково состояние... Динамика темпов роста. Да. Вот, показали. Значит, мы видим сейчас на экране, что как развивалась экономика последние 10 лет. И несмотря на то, что значительная финансовая помощь поступала, основные темпы роста основных социально-экономических показателей замедлились, нарастают кризисные процессы. И это та точка, вот мы видим сейчас в отрицательных показателях, реальная точка, серьезная, и такое состояние экономики вообще может угрожать нашей национальной безопасности. И чтобы снизить вот эту остроту вот этой угрозы, необходимо именно отправной точкой делать стратегическое планирование. Обязательно ориентиры выбрать и цели. Я просто чуть-чуть поясню. Вот здесь динамика развития. Я так понял, 10-й год это вот как бы потолок нашего экономического развития. Да? Там дальше уже идет падение, пике точнее. Да? То есть в 2012 уже такое серьезное пике уже вниз у нас пошло. Да. Но вот у меня вопрос. Надо вообще сказать, что, конечно, эти цифры не нравятся. И вообще в течение года мы сталкивались с тем, что многие комментируют, но и бывшие чиновники, да и действующие тоже. Но это же не конъюнктурный такой документ. Это, как Олег Несторович сказал, это научный проект. И мы поэтому исходили и анализировали реальную картину.
И даже без вот этого графика мы сверились потом с показателями, с результатами, как население наше отвечает и как они оценивают состояние национальной экономики. Так в 2011 году неудовлетворительно оценивали 42% опрошенных. А вот уже в 2014 году, который мы проводили в рамках разработки стратегии, 62% поставили двойку, так скажем, вот этой экономики. Это же тоже мы свои анализы сверяли и с данными, которые мы собирали, исходя из нашей результата опроса. Вот это первая основная, что вот эта кризисная, сложная ситуация, в которой оказалась экономика, вот двигаясь по инерции без программ, вот на какой точке. Это первая причина, почему нам необходимо. И вторая причина, это то, что наконец в нашей республике у нас появляется институт оценивания деятельности, критерии, как оценить деятельность на всех уровнях. На уровне администрации, районов, городов, министерств, ведомств, да и самого правительства. То есть у нас есть теперь, так скажем, критерии. Вот к 17-му, скажем, к 20-му году вот такие показатели. И теперь наша исполнительная власть будет отчитываться регулярно и появляется тем самым, и внешние независимые эксперты тоже могут оценить объективно деятельность того или иного ведомства, имея вот такие разработки. Вообще, как так получилось, я вот смотрю, вот эта таблица, и перед эфиром, когда увидел, она как-то меня чисто так содрогнула. Но как так получилось? У нас вот, допустим, все-таки несколько лет, начиная там с 2009, кажется, года, у нас все-таки идет российская помощь, вложения, там, инвестиции, ну, это тоже инвестиции там в республику росли, а вот как бы в такой резкой пике. Вот как все это стыкуется? Вот, к сожалению, знаете как, инвестиции роста экономики помощь, нет, инвестиции идут, поступали, не надо только связывать с инвестициями. Здесь и объемы инвестиций сократились, но и другие показатели. Например, прибыль в экономике, численность занятых, здесь приводятся собственные доходы бюджета, да численность самого населения, даже темпы замедлились. То есть инвестиции мы имеем в виду не только финансовую помощь. Финансовая помощь, она в основном почти на 90% была направлена на восстановление социальной инфраструктуры. И она, конечно, не могла дать такого вот, скажем, резкого импульса, да, чтобы экономика развивалась. Но то, что она в итоге, скажем так, даже для сравнения, получается, что она сыграла какую-то чуть ли не диверсионную функцию, если так вот приводить. То есть, получается, экономика работала с прибылью, как-никак, например, условно 1,5 миллиарда плюс. И вдруг при завершении мы получаем с точностью да наоборот, но минус. Вот это мы исследовали, ответили на эти вопросы. Почему, в чем причина? Вот прям факторно мы разбирались в этом вопросе. И за такой короткий формат, и даже в форуме мы не успели, но в первом томе это изложено очень четко. Почему мы попали вот в такую ситуацию. У меня, я уже так чуть вперед заскакиваю. Да, пожалуйста. Но вот мы сейчас поговорили о инвестициях, а вообще, вот я смотрел вот ваш этот буклет, и там презентационный, и там как бы отмечается, что один из источников финансирования, это все-таки вот для того, чтобы эта программа заработала, это вот как бы инвестиции. Не может ли так получиться, что опять же вот как бы вал этих инвестиций, а экономика вот как топталась на месте, так и топчется. Вот. Я вот Амбре, наверное, задам вопрос. Вы знаете, в нашей стратегии мы приоритетными направлениями определили это сельское хозяйство, сфера туризма и промышленность, в большей части это энергетический комплекс нашей республики. То есть сейчас нам нужно перенаправить этот поток инвестиций в производственную сферу, которая, конечно же, в конечном итоге должна принести те финансовые результаты, которые уже будут как бы являться дополнительными источниками в дальнейшем реинвестирования в нашу экономику, то есть как бы эффект снежного кома, то есть эти инвестиции, они должны в дальнейшем также продолжать работать на экономику, приносить прибыль нашему государству. Что касается
Если говорить о сельском хозяйстве, то мне хотелось бы сказать, что сейчас мы видим уже, да, в той благоприятной экономической и геополитической конъюнктуре, которая сегодня у нас наблюдается, достаточный приток инвестиций в эту сферу, и мы в дальнейшем также рассчитываем, что в ближайшее время, что не очень сильно изменится эта конъюнктура рыночная, сложившаяся уже в настоящее время, поэтому мы ожидаем в эту сферу приток. Это второе наше направление – это сфера туризма. Мы все с вами понимаем, что, опять же, в связи с той ситуацией, которая сложилась вот в Турции и в Египте, что какая-то часть российских туристов, она перенаправится к нам в Абхазию. Тут нужно говорить о том, что мы должны обеспечить им отдых не только в летний период, да, то есть расширить сезонность работы наших отелей, гостиниц, санаториев и так далее, чтобы мы могли, значит, в тот осенне-зимний период, который у нас практически выпадает, да, обеспечить также вот приток туристов для того, чтобы... Ну, чтобы заработал курорт осенне-зимний, это все-таки надо, как бы, опять же, вложения сделать определенно. Насколько вообще все это было просчитано? Допустим, вот отдельно по курортной отрасли, там, отдельно по сельскому хозяйству, какое количество инвестиций необходимо для того, чтобы вот выйти вот на эти показатели, чтобы мы уже как бы могли сказать, что это вот уже работает? Значит, вот мы проводили расчеты для реализации вот этого оптимального сценария, который мы закладываем как приоритетный вообще для нашей республики, потому что если мы будем развиваться по той инерции, которая у нас сложилась, да, с учетом тех трендов и тенденций, которые складывались в прошлое десятилетие, то мы, конечно, по истечении этого десятилетия мы получим очень плачевные результаты, негативные. Наша экономика будет показывать понижательную экономическую тенденцию. И поэтому в расчет, конечно, мы брали оптимальный сценарий развития, для реализации которого нами были проделаны соответствующие математические расчеты. Минимально необходимая сумма для реализации этого сценария, она составляет около 60 миллиардов рублей. Ну, эта сумма была просчитана в ценах 2013 года. Конечно, с учетом тех изменений, которые происходят в экономике, мы понимаем, что нужно будет сделать какие-то поправки, с учетом изменения курса рубля, с учетом изменения индекса цен и тарифов, то есть инфляции и так далее. То есть, конечно, мы заложили механизмы корректировки этих финансовых показателей, которые отражены у нас в стратегии и использовались при расчетах инерционного и оптимального сценария. Поэтому вот мы приблизительно вышли на эту сумму. Еще раз повторюсь, что это минимально необходимый нам объем. Конечно, нужно подумать и о других источниках финансирования, которые наше государство могло бы привлечь в ближайшее время, и, кстати, о которых нам наши гости, приглашенные из города Москвы, тоже об этом и говорили. То есть это и какие-то дополнительные финансовые инструменты, это и кредитные ресурсы были, предложения, то есть как можно расширить источники финансирования. Вообще реализации нашей стратегии. Я хочу подробно, Илона, может, нам расскажет. Я, наверное, добавлю. Действительно, еще, значит, хочу заметить, что 60 миллиардов рублей – это те средства, которые необходимы нам для реализации стратегии. То есть это полный цикл, который дает нам десятилетний интервал времени. А касаемо вот инвестиций в каждую конкретную отрасль, о которой вы говорите, в тот же самый туризм, в энергетику или в сельское хозяйство, это уже, значит, дело конкретной программы, то есть это следующий этап, это следующий этап реализации стратегии. Ну, а если говорить об управлении реализацией стратегии, то это, у нас есть слайд, это трехступенчатая иерархия. Покажите слайд номер первый. Он 3 у нас. Управление реализацией стратегии. Управление реализацией стратегии.
Да, вот вы видите, это такая трехступенчатая модель, трехступенчатая иерархия, во главе которой, конечно же, это сама стратегия социально-экономического развития. Второй уровень – это государственные программы. Значит, мы определили здесь два временных интервала. Это 2016-2020 годы, то есть это скорее будет программа восстановительного характера, да, и 2020-2021-2025 год – это уже программа устойчивого и динамичного развития дальнейшего. И третья ступень – это отраслевые программы и территориальные программы. И под них вы видите вот двойные стрелочки – это целевые проекты. И у меня тут встречный вопрос возникает. Вот есть государственные программы, там, образно говоря, пятилетки, да, 2016-2020, но 2016 уже сейчас наступает. Через недельку, да, бюджет там в первом чтении приняли, да, но как бы насколько он как бы насколько в этом бюджете присутствуют вот эти элементы стратегии или вообще вот этой программы, о которой вот вы сейчас говорите, о государственных программах, которые есть. Пока нету. Выходит, что у нас 16-й год, он как-то выпадает. Нет, не совсем. Почему? Не совсем? Конечно, мы определили программы реализации, значит, на 2016-2020 годы, причем у нас есть приоритетные, то есть наиболее важные. Значит, там идет градация, то есть ранжированный подход к этим программам именно в социальном комплексе и в самой национальной экономике. И среди как раз программ, которые, значит, относятся к социальному комплексу, это в первую очередь программа реформирования органов власти и управления, это концепция демографического развития, значит, программа развития, не развития, а программа, значит, разработки, значит, ликвидации теневой экономики и борьбы с коррупцией, да, противодействия коррупции, программа развития образования и здравоохранения. То есть вот 5 основных, на наш взгляд, более важных направлений, которые необходимо реализовывать в социальном комплексе. И в национальной экономике, в первую очередь, это антикризисная программа развития агропромышленного комплекса. Далее это программа развития туристско-рекреационного комплекса, затем программа развития энергетики и, значит, транспортно-логистического комплекса и программа развития города Сухум и районов республики. И вот здесь, кстати, почему я обратила внимание, что там вот такие двойные стрелочки, мы можем пойти двумя путями при реализации именно вот этой трехступенчатой модели. Мы можем пойти сверху и можем начать реализацию этой программы снизу, что для нас на сегодняшний день является более эффективным. То есть начать с целевых проектов, да. То есть сегодня мы знаем, что есть уже, во-первых, Центральный банк ведет политику, значит, помощи, так скажем, да, посредством кредитования малого и среднего бизнеса. Это, как правило, проекты, направленные на сельское хозяйство, да. Есть и другие направления, даже посредством уже российской финансовой помощи, которые уже отобраны, да. И вот тем самым мы можем снизу по иерархии выйти на программу антикризисную развития агропромышленного комплекса. То есть даже по мнению наших российских экспертов, это, на наш взгляд, будет наиболее целесообразнее. То есть таким образом мы придем к логическому какому-то завершению хотя бы одной уже программе, именно которая может найти свое отображение уже в 2016 году. Потому что именно антикризисная программа развития агропромышленного комплекса, на наш взгляд, в национальной экономике является наиболее важной. Но это все-таки как бы будет пока работать в 2016 году, я так понял, вот эта стратегия снизу, да, то есть это целевые программы. А насколько вот, я вот сейчас как бы опять как бы немножко ложку дегтя, да, в эту бочку меда, да, после этого форума и презентации, тех впечатлений, тех комментариев, которые есть, все-таки, опять же, там гости разъехались, эксперты уехали, там и так далее, осталась эта стратегия, и теперь как бы для вас это, конечно же, очень важно, вы год своей жизни потеряли над этой стратегией, да, и вам хочется, чтобы она так не осталась, да, как бы пылиться на как полках. И насколько вот
контакт есть с правительством. Все-таки дальше вы люди ученые, и вы свое дело сделали. Дальше уже идут практики, которые должны этим заниматься, там, разрабатывать вот все эти государственные программы и так далее. Вы где-то можете им помочь, но все-таки основное слово там, наверное, остается за правительством, за исполнительной властью. Я продолжу твои мысли. Но на самом деле так и есть. Хотя мы при президенте, но это научное подразделение. А такая практика в мире существует. Президент избирается на 5 лет, но президент имеет право и где-то в какой-то мере обязан выходить за рамки 5-летнего срока своего пребывания на этой должности и заказывать такие проекты долгосрочного характера. Например, скажем, в Китае даже такую стратегию разработали на 100 лет. В Татарстане, например, скажем, на 15 лет. А в России в настоящее время ведется работа на 10 лет. Россия 2030. То есть такие стратегические проекты, такие стратегии развития тех или иных стран, собственно говоря, в настоящее время практикуются после, если иметь в виду вот то, что восточный евразийский район пережил вот последние десятилетия, когда пошла вот повальная либерализация и экономики, политики, геополитики, культуры, все, что хотите. Значит, был пущен миф в ход о том, что рынок все отрегулирует, рынок будет управлять, и при рынке, значит, все проблемы решаются лучше, и так далее, и так далее. И мы тоже оказались вот в этом мире, по существу продолжаем еще по сей день. И что хочу сказать, значит, в самой стратегии у нас заложено управление, вот вы показывали сейчас вот слайд, управление реализацией стратегии. То есть мы не представляем собой общественную какую-то политическую организацию, и мы от власти требовать не можем. Наша обязанность предлагать. Ну, напоминать тоже. Да, наша обязанность, то есть наша миссия исчерпывается на этом предложении. Мы можем предложить, и мы обязаны предлагать. Ну вы же, я же не поверю, что вы просто сядьте, умоете руки, мы свое сделали, и все. Нет, конечно. И, кстати, в своем выступлении на этом форуме президент поставил перед нами задачу. И конкретную задачу. Что мы, например, скажем, авторы вот этой стратегии должны дальше делать. И там в его выступлении четко он написал, что нам нужно сейчас, после вот этой стратегии, приступить к работе над проектом государственной программы развития республики. Более того, значит, когда государственная программа разработана и уже приступают органы власти к ее выполнению, там нужна будет уже дорожная карта, пошаговые действия власти. То есть, кстати, вот наш коллега из МГУ, профессор Орешин, прислал свой отзыв на нашу стратегию. Там он пишет: стратегия есть, но нет генерального плана действия правительства. Он не знал об этой нашей работе. Он знал только вот основной сводный том. Значит, он этого не знал. Но это где-то может служить вот подобной, скажем, дорожной картой, но это, конечно, не отвечает требованиям дорожной карты. Вот это маленький вариант, презентационный вариант. Это уже должна быть конкретно расписано, что власть должна делать для реализации, скажем, того или иного проекта, той или иной программе. И кроме того, чрезвычайно важно сейчас, когда вот эта программа будет разрабатываться, и она будет принята, из чего она будет состоять. То есть программа дает властям возможность отбирать те или иные проекты. То есть люди могут предлагать то, что их интересует, то, что они могут. А государство должно из этих предложений отбирать то, что отвечает национальным интересам государства. Не то, что, скажем, предприниматель предлагает, инвестор предлагает, а то, что
вот отвечает, скажем, соответствует стратегии, соответствует государственной программе развития, вот эти проекты должны быть отобраны и включены в эту программу. Значит, такая работа сейчас, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что как раз перед нами мы не закончили по существу работу. То есть перед нами стоит еще более сложная задача, потому что стратегию нужно реализовать. Это непросто. Это непросто. Для того, чтобы стратегию реализовать, значит, огромное количество людей, это... Там уже не 30 человек участвуют. Да, не 30 человек. Значит, вот здесь передо мной лежит и другой том. Вот здесь опрос всех глав администраций городов, районов и сел Абхазии. Мы это не просто от нечего делать занимались. Представляю, как они обреченно отвечали, да, без всякого оптимизма. Многие главы администрации, за что мы признательны, они пришли вот на этот форум, многие из них ответили и дали удивительнейшие ответы. Удивительные ответы на наши вопросы. Они у нас здесь систематизированы и изложены. Мы им очень благодарны. Вы имели возможность увидеть, что они не только сидели, но и стояли, и не расходились, стоя слушали вообще выступления наших московских коллег. Так что нам придется, теперь перед нами стоит, во-первых, презентация должна быть доведена до понимания общества. Стратегия должна стать, достоянием сознания нашего общества. Это раз. И второе, программа, то есть без планирования, стратегического планирования долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного, мы развиваться не сможем. Я вот тогда у Хатуны спрошу, если уж, коли речь идет о планировании, вот у нас это последние годы все-таки основной источник инвестиций, это вот российская помощь. Сейчас уже не комплексный план, сейчас уже инвестиционная программа это называется, хотя там деньги вроде бы в этом году обещанные, они там пришли мизерные, но тем не менее. Но я вот исходя из того, как тогда осуществлялось это инвестирование, да, там раз больница, да, там и вдруг решили там раз там в каждом, если промышленные объекты, я вот не помню, кажется, вот в каждом районе там по хлебзаводу построили, молзавод построили, и вот ну и в сельское хозяйство там последний год-два вложились. Вообще сейчас есть ли какой-то научный подход вот в этом? Допустим, нужен ли нам, допустим, вот, я не знаю, для меня это было действительно загадкой. Для такого маленького города, как Тхуарчал, там, допустим, большие инвестиции там, в хлебзавод, когда можно там ограничиться, я не знаю, 2 печками, и не надо будет содержать это огромный аппарат там, и так далее, там, и поддержать там лучше, может быть, малый бизнес поддержать, чем сделать государственное предприятие, заведомо его обрекая на убыточный характер деятельности. И меня вот всегда это смущало. Месяца 1,5 назад здесь, в этой же студии, сидели там представители контрольной палаты, которые говорили о том, что вот есть у нас там чуть ли не все госпредприятия, они убыточны. Вот такое положение вещей, как, допустим, собственник, которые государство там, или там частное, или там какие-то другие формы собственников, которые там, через которых проходят вот эти деньги, они как-то просматриваются вот в этом документе? Знаете, у вас и предыдущий вопрос был правильный, и сейчас продолжение этого вопроса. У меня все вопросы правильные. Знаете, и мы должны быть тоже откровенными, потому что движение по инерции еще будет продолжаться.
К сожалению, пока стратегия разрабатывалась, правительство же не могло, ну да, уже например, эта не инвестиционная работать, программа, да. по крайней мере, она расписана Инвестиционная уже. программа, она уже расписана, подписана, и несмотря на задержки, она будет реализовываться, но сам факт, что она тоже уже была в 2014 году принята, когда еще стратегии не было. Бюджет, о котором вы говорили, да, и индикативный план на 2016 год, также почти, он параллельно шла работа, я вот повторяюсь. То есть нам не избежать того, что вот именно 16-й год хотя бы, да, будет продолжение инерционного варианта. Не то что варианта, будет в поисках республика, как в этот кратчайший срок разработать программы конкретные. Ну а что касается вашего второго вопроса, инвестиций, как дальше быть и вообще насколько собственность и форма собственности у вас здесь учитываются. Дело в том, что анализ нам показал, как вы говорите, что государственный сектор находится в очень сложной ситуации. Все предприятия оказались почти группы убыточными. Но в этой сфере занято 73% от общей численности занятых в экономике. Их тоже, это, знаете, очень высокий показатель, который заставляет думать, что же делать с этим сектором. Полную приватизацию у нас в стратегии не заложено. Наоборот, мировая практика показывает, что доля государственного сектора в ВВП должна быть около 30%. У нас сегодня, по данным 2013 года, 17%. То есть нам нужно эффективно использовать потенциал вот этого сектора. Ну, вот эти 17, что есть, они все-таки практика показала, что они как бы не очень эффективны. Не очень. Но в стратегии у нас прописана такая форма, она по всем отраслям проходит так, что государственно-частное партнерство на сегодня будет и на ближайшей перспективе, она будет более востребована и сможет реализовать вот наш потенциал. Это вот такая хорошая форма, эффективная форма взаимодействия бизнеса и власти. Поэтому у нас на презентации наш научный редактор, она тоже показывала, что именно вокруг этого строится вся стратегия. И в центре вот у нее были слайды, где находится это государственно-частное партнерство. Это то, что она здесь увидела, и на основе этого она вот показывала свои слайды. Вот такое видение. И, конечно, поддержка малого бизнеса и вообще частного сектора, который сегодня и так наделаются, предпринимается, вот Илона говорила, какие-то соответствующие шаги. И в особенности в сельском хозяйстве, на наш взгляд, как нам видится, да, нам нужно создавать новые формы организации. Это новые для нас, но это во всем мире известные. Это те же фермерские хозяйства, это кооперативы. Вот их отсутствие вообще сегодня какого-то агроструктур, вот нам сегодня создает тяжелую ситуацию в аграрной сфере. Ну, вообще, здесь я хотел бы добавить, Инал, перебиваю, я извиняюсь, такого быстрого перехода из инерционного варианта к оптимальному сценарию развития, как нам хотелось бы, не будет. Инерционный вариант имеет вероятность того, что он будет долгое время еще присутствовать в нашей жизни. Значит, задача стоит таким образом, чтобы в условиях инерционного развития, вот в 2016 году, в 2017 году, может быть, и еще, и дальше будет продолжаться такой вид сценарий, значит, одновременно, параллельно, синхронно, чтобы элементы оптимального сценария развития тоже активизировать, включать. Сейчас, значит, у нас в стратегии дается, скажем, значит, преобразование, институциональное преобразование во всех сферах, во всех институтах, территориях и так далее. Это сразу же произвести невозможно. Нужно выбрать, вот когда мы говорим о пошаговых действиях, о дорожной карте, мы должны выбрать, в какое время, какие преобразования, где можно и нужно произвести.
Значит, все это нужно будет после стратегии, в программах это должны быть предусмотрены. Потому что сразу произвести реформирование органов власти и управления, национальной безопасности, в демографии, в образовании, науке, здравоохранении, скажем, ОПК и так далее, сразу все это произвести одновременно недопустимо. Это может на самом деле привести нас к тому, что будет, как говорится, шок, а терапии не будет. Да, потому чрезвычайно осмотрительно нужно все вот эти операции, предусмотренные в самой стратегии, перевести на язык практики. Нужно перевести весьма осторожно и продуманно. Здесь на самом-то деле требуется соучастие, причем соучастие такое ответственное, как ученых-специалистов, так и чиновников-специалистов, так и практиков. Вот 3 фигуранта. Здесь требуется их активное взаимодействие для того, чтобы реализовать то, что предписано вот в этой стратегии. Вообще, я опять возвращаюсь к тем документам, которые, собственно, над которыми вы поработали, и очень много всяких цифр. Там не только по каких показателей мы хотели бы достичь, и те показатели, которые там были, вообще там за последние 10 лет, да, это темпы роста и так далее. И у меня вообще к статистическим данным, честно скажу, всегда было очень такое, тем более к нашей статистике, все-таки достаточно скептическое скептическое отношение, зная степень, допустим, очень погрешности, которая присутствует. И я вот смотрю, что в принципе сейчас экономист не может, допустим, создавая допустим, программы какие-то, рисуя схемы и так далее, все-таки опираться на какие-то относительные цифры, да, на вот такую погрешность. Какая погрешность, учитывая, допустим, вот то, что вот у нас вот ВВП здесь, да, у нас несколько лет как уже выводится ВВП, да, и для меня очень странно, как оно вообще выводится, когда у нас там граница открыта, мы не знаем еще, какие товары заходят, что у нас производится и так далее. Очень большие вопросы возникают, и вы как для себя эту задачу решали? С одной стороны, я хочу узнать, как для себя решали задачу, взяли просто, взяли официальные статистические данные и зафиксировали этих. С другой стороны, допустим, коррупция, теневой сектор, это, конечно же, одна из главных проблем нашей экономики. Как вы планируете, допустим, к 2020 году, 2025 году уровень вот этого теневого сектора снизить, какими методами и так далее? Вот хотелось бы все-таки узнать, вот, что с этим делать нам? Значит, у нас в нашей стратегии, вот немножко назад хотелось бы вернуться, мы немного перешли грань, может быть, так называемого стратегического планирования и задели немного можно сказать так, программный подход, да, так как мы в самой стратегии очень подробно расписали механизмы реализации вообще по каждому направлению, каждой отрасли. Это совершенно различные механизмы, которые включают в себя как правовые, организационно-управленческие, финансово-экономические, информационные и кадровые. Поэтому, что касается реализации данной стратегии, да, и составления уже более конкретных программ, этот следующий шаг, он будет намного не столь трудоемок, можно сказать, потому что уже эти конкретные механизмы, они уже прописаны. Тут нужно будет в дальнейшем провести взаимоувязку ресурсов и результатов, которых мы хотим достичь по конкретному направлению.
Что касается вашего вопроса, вот у нас в тени вообще какой процент вот такой амортизационный мы берем? Значит, в нашем центре уже достаточно несколько лет назад были проведены такие расчеты объемов теневой экономики к тому уровню ВВП, который существует в Абхазии. Эти расчеты были проведены на основе исследования, социологического исследования выборочного и той статистики, которая у нас существует. И расчет был произведен итальянским методом по способу занятости, который, кстати, вообще итальянская служба статистики, она считается одной из самых авторитетных в мире. Есть другие способы, да, например, по потреблению электроэнергии, но эти способы имеют свои недостатки и в Абхазии не всегда применимы, потому что мы знаем существующие пробелы, да, можно так сказать, учета электроэнергии, о которых не хочу сейчас здесь подробно говорить, поэтому нами был применен именно этот метод, и конечно, это расчеты, как бы они не абсолютно точная, это экспертная оценка. Мы получили такой показатель, как 50-55%. Да, от ВВП Абхазии, значит, поэтому в стратегии, конечно, мы понимаем, что за 10 лет полностью искоренить теневую экономику это невозможно вообще ни в одной стране мира. Даже Карл Маркс не предполагал этого. Она в среднем в мире, вообще показатель ее, даже в таких развитых западных странах, он находится на уровне 9-10%. То есть мы заложили вполне реалистичный, на наш взгляд, показатель в 20-25%. То есть если мы по различными методами, с помощью разных механизмов, которые достаточно полно прописаны в разделе, который так и называется «Государственная политика противодействия коррупции, теневой экономики». И мы, кстати, эти два понятия мы никаким образом не отделяем друг от друга. Тут можно говорить о том, что вообще эти два понятия, они как бы такой круговорот представляют собой, так как они взаимосвязаны, да? То есть как сиамские близнецы. Одно порождает другое. Поэтому только борясь одновременно, как говорится, на обоих фронтах, можно будет получить такой, значит, приемлемый, да, для нашей экономики уровень теневой экономики в 20-25%, который мы и заложили. Подробно, конечно, наш формат передачи не позволяет сейчас объяснить те механизмы, которые были заложены, но я уже говорила. И тут, на наш взгляд, самым основным условием, да, реализации этой государственной политики, конечно, является политическая воля нашего руководства. Ну и чиновникам рекомендацию на работе чаще мойте руки, да? И вообще мы пришли к такому мнению, конечно, что нужно проводить какую-то информационную, может, кому-то не понравится, идеологическую работу, да, с нашим населением, объяснять, какие, значит, каким негативным последствиям вообще ведут эти два понятия. Если мы говорим о послевоенном времени, то, конечно, теневая экономика в какой-то степени, она и сыграла и положительную роль, да, когда было трудно выживать нашему населению, это давало дополнительные источники дохода, но перейти к динамичному устойчивому развитию в современных условиях, в которых мы сегодня находимся, такой высокий уровень нам не позволит. Но наша режиссер уже напоминает, уже и машет и руками, и головой, и скоро камерой будет. Напоминает, что все-таки наша передача подходит к концу, эфирное время не безгранично, и все-таки нужно, наверное, как-то закруглить все-таки на той теме, для чего нам эта стратегия. Вообще, какие она задачи, кроме экономических, она решает? Вот мы говорим о том, что вот нам нужно экономику до таких-то величин достать. Ну, как бы можно как бы экономику и другими силами, и другими как бы игроками сделать. Что для чего нам нужна вот эта социально-экономическая программа? Планировать надо не только экономику, но и социальную сферу развития. Планировать надо еще самое главное даже не экономика, а самое главное это человек. Надо планировать развитие человеческого капитала, а точнее говоря, человеческого потенциала.
мы это пострадали, не только экономическая инфраструктура разрушилась, у нас серьезно пострадал и человеческий потенциал. И, кстати говоря, это не просто умозрительное заключение, это мы видим по тем опросам, которые мы проводили. Причем мы проводили опрос не только перед началом работы над этим проектом. Мы такие опросы проводили в 2010 году и в 2011 году. Аналитические отчеты у нас они есть. И самое главное, что я хотел бы в этой связи сказать, значит, мы можем добиться, наш разговор крутится, вертится вокруг того, откуда эти деньги взять, где их найти, как добиться того, чтобы наш бюджет рос. Да, на самом деле это важный вопрос, что и говорит, верно? Да. Но не менее важно, как их тратить, куда их направлять. У нас сейчас примерно третья часть дохода семьи или на одного человека тратится на ритуальные мероприятия. Понимаете, при всей нашей бедности мы жалуемся и так далее. И так много нерационально мы тратим. Это говорит о резком падении интеллектуального потенциала нашего общества. Если человеческого капитала, человеческого потенциала, на самом деле это будет развиваться в том направлении, вот в каком направлении экономика развивается, соответственно, в этом же направлении развивается и человеческий потенциал. Стало быть, и здесь тоже нужно планировать. Когда ребенок родился, нужно знать, какими ценностями, какими способностями и навыками он должен быть наделен, чтобы был полноправным, полноценным гражданином общества. То есть образовательные учреждения – это школа, детские сады, скажем, детские ясли, начиная оттуда, начиная из семьи, начиная от матери, да? Нужно до университета, до академии, до различных институтов образовательных и так далее, мы должны знать, какова стратегия развития личности, базовой личности общества. Теперь, надеюсь, мы все-таки будем уже знать. У нас все-таки есть уже написанный документ, который на прошлой неделе прошел официальную презентацию, и мы уже вступая в следующий год, еще раз, там осталось буквально чуть больше недели, мы надеемся все-таки, что вот этот ваш труд, он не окажется просто вот так, документом для такого, пользования вечером так почитать и так далее, да, развлечь себя. Все-таки хочется, чтобы этот документ получил продолжение в виде вот этих государственных программ. И все-таки нам хочется жить в нормальной, хорошей стране. И я думаю, вот эта стратегия, она так или иначе должна помочь. И дело, наверное, за всеми нами, да, это не только люди, которые работали над документом, и это дело не только дело чиновников, которые должны потом уже работать над этими программами, воплощать эти программы, но и все мы, граждане нашей страны, которые, собственно, хотят жить в нормальной стране. И я говорю вам спасибо. Я еще раз напоминаю, что у нас сегодня гостями были люди, которые авторы стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Это директор Центра стратегических исследований. Все время заикаюсь, вот когда говорю стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Олег Несторович Доменин. Часть разработчиков, пожалуйста. Да, часть разработчиков. Нет, 30 человек, да, мы 30 человек всех в студию не могли. Кроме того, здесь сегодня еще у нас были Хатуна Шатипа, Амра Цушба и Илона Мерцхулава, тоже люди, которые работают в Центре стратегических исследований. И
это последняя передача в этом году, это уже от себя мы говорим, Хастагулам-то, да, я хочу вам пожелать всем нашим гражданам мира, здоровья, благополучия, и да поможет всем нам Бог. Абзейрас, Асхалпха. Аминь.